рахмат, чоң деп барып отырдым. Поблагодарила его, я такая, меня Перизат зовут, как вас зовут, деп айтқам. Он такой, Нурсултан, деп айтқан. Мы познакомились. Потом, после съемок, я обратно должна была выехать, потому что через 2 дня я уже со всеми вещами должна была находиться уже в Алматы. Вечером мы выехали, я с чемоданами, с вещами. Где я их оставлю? Нигде, конечно, не оставлю. У меня вообще там знакомых, никого нету. И Нурсултан говорит, давайте хотя бы вместе покушаем. Что-то у меня интернет не работает или что? Что-то вы все перестали писать, значит, у меня интернет не работает, да? Или все нормально? Походу, интернет не работает. Что-то вы? Хорошо. Ладно. Я просто, вы перестали писать, из-за этого я подумала, что этот интернет не работает. После эфира после видео мы решили все покушать. Все уехали, я, Лаура и Нурсултан, мы втроем остались. И Нурсултан, оказывается, мы могли там рядом со студией зайти куда-нибудь, но он, оказывается, хотел побольше там, побыть со мной. Идем, пешком идем. Менің жүктерімі Нурсултан уже қармап алған. Общаемся, обо всем рассказывает, я просто слушаю. И Тмин деген мене бар, кафешка бар. Туда зашли, покушали. То через час Лаура уехала, а часов 5 мы, получается, со студии вышли. Где-то 8 часов я думала, я уеду. Я позвонила таксисту и сказала, вот, где-то к 8 я буду готова, вы можете приехать меня забрать, и я уже договорилась. Он сказал, мы сидели, кушали, где-то через час Лаура говорит, мне сейчас нужно по делам поехать кое-куда, я сейчас сразу приеду. Мы сказали, все хорошо, как раз, когда ты приедешь, мне таксидан келет, вместе, я домой поеду, а вы, по своим делам. Мы где-то вот с Нурсултаном 1,5 часа пообщались, я говорю, Нурсултан, мне уже пора, такси где-то к 8 приедет. Здесь он такой, еще немного побудь ты. Я говорю, ладно, давай тогда позвоним, давай откажемся от поездки, давай к 9 тогда передвинем. Он такой, хорошо, давай я тебе другого таксиста найду, передвинем к 9 давай. Мы покушали, он очень много всего рассказывал, он всю свою историю, мне кажется, за этот день рассказал. Потом что? И вот он мне рассказывает, он мне говорит, ты когда-то общалась с парнем, который младше тебя, да? Я говорю, нет, конечно, ты что? Был момент, в прошлом году один парень 2003 года за мной ухаживал. Он, когда со мной знакомился, он мне говорил, что он 99-го года. Вот я вот эту вот историю ему рассказываю, он такой смеется, а что, не хочешь помладше пообщаться? Я говорю, нет, конечно, ты что, они же маленькие. Потом уже 9 часов. Лауры до сих пор нету. Я говорю, все, уже пора, тем более мне ехать 4 часа. Он такой говорит, давай еще немного побудь, давай немного посидим, поговорим еще. Сейчас по-любому Лаура приедет. Он звонит Лауре, и Лаура говорит, я сейчас приеду, подождите немного. Потом мы передвинули в 11. Потом Лаура приехала, чуть-чуть пообщались. Нурсултан меня проводил. Я домой приехала. После того, как я домой приехала, в этот же день я заболела. Очень сильно заболела. У меня, не знаю, где-то 40 градусов была температура. Лежала 2 дня, не могла вообще двигаться, а мне через 2... Наводқа келдік, қазір Тима, Нұржан, мен бармын. Жаным қоймай жатырмын, в общем, өмірдің ше, жан таласып жатырмын. Шаш тектіріп тастасам, үйден шықпаудың орнына жүрмін ғой, короче. Жан талас өмір болып жатыр. Ас болсын енді бізге күшті тамақ ішіп, жігіттермен әңгіме айтып,
ой тарқатып бір бірімізге ақыл айтып деген сияқты сол жер тарқасып. солай в общем